Доброе утро, дорогие друзья! Всех вас тепло и сердечно поздравляем с предпраздничным днем, Днем Республики. С наступающим Днем Республики вас! Через год, 27 апреля, наша республика отметит свое столетие. Наша Якутия – крупнейший регион России. У нее богатая история. И сегодня наша праздничная программа называется «История костюма». Мы будем сегодня познавать свою историю через костюмы. В этом нам поможет кандидат исторических наук, доцент кафедры фольклора и культуры Института языка и культуры народов Северо-Востока Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, автор книг «Народный костюм якутов», «Современная якутская одежда», «Öbügetangha Уанна Итагаль» и многих других книг Светлана Ивановна Петрова. Якутский национальный костюм возродился и вошел в широкий обиход благодаря таким людям, как Светлана Ивановна. Мы услышим много интересной, нужной информации о традиционной якутской одежде, которая является неотъемлемой частью материальной культуры. Итак, друзья, начинается наша программа с лекции Светланы Ивановны о свадебной культуре якутов XIX века с показом фильма «Сюктю». Пожалуйста, Светлана. Bu televizyon нигераларачылар, оны бүгін мамлакет көрәтшілер. Добрый день, уважаемые зрители онлайн-мероприятия «История в костюмах», которое проходит в нашем историческом зале в парке «Моя Россия». Я представляю кафедру фольклора и культуры Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации. Занимаюсь исследованием традиционной культуры якутов, в основном исследованием традиционного народного костюма. В школе высшего мастерства УРАН-ИС при кафедре и совместно с мастерицами мы занимаемся реконструкцией народной одежды и свадебных обрядов. Вообще народный костюм является одним из самых интересных, неповторимых и индивидуальных элементов культуры любого народа. И он тесно связан с его ритуально-обрядовой культурой. Сегодняшнее наше мероприятие называется «История в костюмах». И в течение дня речь пойдет о якутском народном костюме. В онлайн-режиме будут проведены лекции с 11 и с 13 часов о свадебной обрядности якутов и о семантике орнаментных мотивов декора якутской народной одежды. И главное, сегодня мы с 2 часов покажем также в онлайн-режиме аксессуары якутской одежды, а с 3 часов запланирован показ дефиле национальной одежды. Так что, друзья, будьте сегодня с нами в историческом парке «Моя Россия». А сейчас мы сегодня представим вам учебный видеофильм про свадебный обряд, восстановленный по историческим данным XIX века. Фильм называется «Кы-сюктютя», то есть мы покажем не полный цикл всего свадебного обряда, который состоял из множества этапов, а лишь переезд невесты из своего родного очага в дом своего мужа, где зритель знакомится с очень интересными церемониями провода невесты и ее родственниками и встречи ее родителями мужа. Фильм снят работниками Сунтарского филиала национальной вещательной компании «Саха». Сценарий фильма составлен мною, режиссер Мария Кабельянова-Тускулана, начальник культуры и духовности Сунтарского улуса. Операторами выступили Радомир Сергеев и Вячеслав Борисов. В фильме активное участие принимали мастера и мастерицы Сунтарского улуса. Вся одежда невесты и жениха также были реконструированы мастерицами объединения Сунтар-Сетемя в течение 10 лет.
В историко-этнографической науке краткому описанию традиционной свадебной обрядности якутов посвящено достаточное количество работ. Я не буду утомлять вас перечислением авторов-исследователей. Их было много и в XIX веке, и в начале XX века, и в течение советского периода изучения культуры якутского народа и так далее. И историко-краеведческие работы всех ранних авторов объединяло стремление только показать внешние стороны жизни и быта народа. Акцент в их работах в основном делался на фрагментарных описаниях семейно-брачных отношений. С точки зрения религиозно-этнических норм семейно-брачных отношений, преимущественно интересным материалом служит, конечно, фундаментальный труд Васлава Леопольдовича Серошевского, сумевшего собрать огромный фактический материал о свадебной обрядности якутов XIX века, который лег отдельной главой «Брак и любовь» в его известном труде «Якуты. Опыт этнографического исследования». Источниками труда автора являлись собственные наблюдения и широкий круг ранее изданных работ. Однако Серошевский еще тогда обратил внимание на то, что те свадебные обряды середины и конца XIX века уже в то время претерпели значительные изменения и отметил, что якутская свадьба поражает своей молчаливостью и бедностью обрядов. Говорят, что в старину было иначе. Итак, якутский свадебный обряд XIX века «Кысүктүте». Исследователь традиционной семейной обрядности якутов Платон Алексеевич Слепцов отметил, что структура свадебной обрядности состоит из нескольких этапов. Сватовство Кергенкепсети, во-вторых, первый свадебный праздник Кутютюр, Затигат, второй свадебный праздник Сюктюте и временное возвращение молодой в родной дом Пюркютю. Дом состоятельного богача. Хозяйка прислушивается и говорит: гости прибыли. Высмотрев по душе невесту, молодой человек к семье понравившейся девушки приезжает со своими сватами. Войдя в дом, сваты здороваются, на что хозяин отвечает: какие новости у вас? И в ответ один из сватов молча передает хозяину связку шкур лисиц. Это знак того, что они приехали свататься. Родители рассматривают шкурки. Сваты прямо о невесте не говорили, а спрашивали хозяина: не продаете ли вы молодую кобылу? Хозяин, молча, надев свою шапку, отвечает: сможем и продать, если согласится. И садится на стул. А мать выводит из комнаты хапахчи свою дочь. Согласием является ее молчание. И, получив утвердительный ответ от девушки, хозяин радостно приглашает гостей на стол. И здесь прямо уславливаются о размерах Колыма и их частей. Если жених был из очень богатой семьи, согласие невесты и не требовалось, но родители давали свой ответ, обычно узнав желание молодой.
А в доме невесты родители начинали готовить приданое, различное количество имущества, которое она, согласно обычаю, должна была привести в дом своего будущего мужа, и которое составляло собственность будущей семьи в виде домашнего скота, предметов быта, утвари, различных видов одежды, украшений и в таком же составе различных подарков. Уплата колыма у якутов сводится к обмену подарками, живым скотом и мясом. Колым состоял из нескольких частей. Во-первых, сулу – это плата родителям невесты в виде определенного количества домашнего скота, от нескольких до 100 голов, и курум – некоторого числа лошадей и несколько кобылятины и свадебной пищи. Из частей колыма курум считается самой древней формой, и он всегда платится без возврата. После уплаты женихом некоторой части колыма в доме невесты происходит первое и самое главное свадебное пиршество, которое посвящено приезду молодого в дом невесты, где и происходит обряд одевания невесты. Богатые люди для подготовки к свадьбе специально нанимали самых искусных мастериц и мастеров из дальних южных. В начале XIX века церемония одевания невесты у богатых людей соблюдалась строгим ритуалом. Перед камельком стелили белую конскую шкуру с черной оторочкой харала астельга, на которую вставала невеста, и одевали ее в лучшую нарядную одежду. Невеста и ее свадебный поезд должны были проехать очень длинное расстояние, много километров, поэтому одежда должна была быть многослойной. Самая богатая невеста одевала поверх нательной одежды, снабженной металлическими ритуальными подвесками, ситцевое платье халадай. Натазник Сылджа должен быть обязательно с беличьим подкладом. Иногда использовали для этого заячью шкуру. Были натазники и с оленей, коровьей и телячьей шкуры. Натазник невесты украшен металлическими подвесками. Дело в том, что при входе в дом жениха невеста обязательно должна была зазвенеть побрякушками своего натазника, показывая тем самым свою непорочность и чистоту. По поверью якутов, звон металла отпугивает и злых духов. На девушке длинные меховые ноговицы.
Поверх кожаной обуви девушка надевает длинную меховую обувь с оленьих камусов. Невесте из богатой семьи надевает дорогое платье из шелкового гаруса, декорированное бисером, кружевной тесьмой. Холода шьется в комплекте с безрукавкой. Обязательным украшением в свадебной одежде был комплект из литого серебра, браслеты, большие серьги с подвесками, шейное ожерелье, накосник, Комплект одежды состоял из меховых защитников лба, подбородника, нагрудника, наушников, пояса и даже мехового наносника. Поверх платьев на невесту надевали пальто с беличьей подкладкой. И только после этого надевали нарядную шубу буктак-сон. Шубу опоясывали широким серебряным поясом, где подвешивались предметы повседневной необходимости. Женский календарь, сумочки хаппар, игольница, ухватицка, наносница, огниво и другие. Лицо невесты закрывали специальной ритуальной маской для лица с меховым подкладом аннах. Обязательным украшением, которое демонстрировало о богатом роде невесты, были нагрудно-наспинное украшение из литого серебра и линка-бигер. Кроме того, одежда для дальней поездки состояла из шапки джавака с нарядно вышитым навершием и с круглым диском из серебра в передней части. В полный комплект входили длинный меховой шарф майтору, сшитый из меховых запястников и беличьих хвостов, нарядно вышитых меховых дорожных рукавиц. После одевания полного комплекта девушка кланяется 3 раза, а в некоторых случаях 9 раз. Затем жених
Из родительского дома выводит невестку, при этом она держится за кнут своего будущего мужа. Провод невесты родственниками тоже происходило по определенному сценарию и тоже всегда безмолвно. Проводится обряд очищения дороги специальной махалкой. Летом для этого настилали землю свежими травами. Жених и невеста обязательно должны обойти 3 раза главную коновязь Серге. Затем свадебный поезд отправляется в путь. По якутскому обычаю невеста, уезжая из дома, не должна была плакать и оглядываться до ближайшего леса, чтобы не оставить дома своего счастья. Свадебный поезд вместе с родителями, женихом и невестой во главе самой старшей и уважаемой женщины отправляются родственники из рода отца невесты, трудовой дом 3 на 9, то есть 37 женщин. 27 женщин, подруги невесты. Кроме них, слуги, обслуживающие лошадей, тюмюрюттер, численность которых зависит от их количества. К ним присоединяются 1 или 2 ловких наездника, силачей со стороны родственников невесты, запевалы, исполнители народных песен, иногда и шаманка, даванджахтар. В состав поезда входили и слуги невесты, энне кулуттар. Невеста везет свою кладь приданного на своих лошадях, заседланных богатую зброю. Kiiren koridi ciò vai capsiva. Korkor.
Эти лошади называются харамни. Все украшения лошади, самой богатой невесты, в том числе узда, сбруя, седло, чепраки и две лопасти с двух сторон, украшаются серебряными бляшками. В старину на ноги лошадей надевали даже серебряные браслеты. По некоторым этнографическим материалам, по древним обычаю, для полного исполнения всех свадебных ритуалов, самая богатая невеста ровно на половине дороги должна была одаривать духом хозяйку земли. И обряд называется сель-уир-том. Обряд привязывания к дереву конского волоса. Юджи? Одаривают духа и молочными продуктами. Считалось также, что лучшая невеста должна была преподнести духу хозяйки земли 9 тангалаев, меховых шуб, и в каждой остановке она должна была оставить свою меховую постилку обух. Всего остановках пути должно быть 27, также 3 на 9. В дом жениха первыми входят 3 мужчин, отличающиеся искусством выпить много кумысу. Старший из них становится на коленях перед камельком и, угощая духа хозяина домашнего очага, громко говорит: «Алутоттал тансергенанья Аллаха джене акаракади». То есть пришли мы неокусаемый огонь разложить, медный стол ставить, новую юрту ставить. И все кричат «Уруй», то есть слава. После этого женщины подают им по большому кубку чарону, наполненные кумысом, из которого каждый должен выпить, не переводя духу, сколько сможет. Это является знаком того, что родственники невесты здоровые, крепкие люди. Есть сведения о том, что в некоторых случаях перед входом девушки в дом сначала заносили ящик, на дне которого лежали старые наказники невесты. Это делалось для того, чтобы отпугнуть недобрых сил. Перед самым входом в дом своего мужа невеста развязывала свой пояс, чтобы освободить свое счастье. В дом она заходила вместе с женщиной, которая вела ее, держа за один конец пояса. За ней входят все гости. В центральных вилюйских улусах первый день происходит обряд приобщения невесты к очагу семьи мужа. Вот кегер. Для этого невеста заранее приготовленные 3 лучины бросала в огонь и, благословляя, угощала его специально приготовленной для этого случая молочной ритуальной пищей. Также бросала в огонь пучок белого конского волоса. Составным элементом приданного невесте является де-беляга – подарок дому. Которая состоит из одной шкуры лисицы и 9 горностаев, украшенные корольками. Позднее их выносят в амбар, где свято хранят до рождения первого ребенка. После его уносят в лес или дарят шаману. Кроме всего этого, невестка должна привезти в подарок сергебеляга, подарок столбу по навязу, в виде кобылы, которую сразу привязывали к нему. Обязательным церемониальным действием является благословление невестки, где шаманом-благословителем или в его отсутствии самым старшим членом из родственников жениха
Также проводится церемония угощения домашнего очага и благословления алгыс в стихотворной и песенной форме. Вертке мечик аллай. Ütüğünü kereni sırtıgı oğulakta düşsüzgen götteğibi arttahabı. Kündükemiz oğullarım kara kıtınan kaygan türekitinen çebülen keskilgin deriner. Здесь она поет довольно долго, поэтому я хочу отметить, что первый день свадьбы Лу, у самых богатых, так называемых тюнахтекуру, после свадебного пира начиналось различные соревнования, конные скачки, национальные игры, соревнования борцов, притягивание палок. Проводились и соревнования запевал кругового танца гоха, песен каютов и так далее. В общем, свадьба проходила как летний праздник Угер, и называлась она свадебный Угер. А в ходе свадьбы и после нее невеста и жених строго соблюдали древние якутские обычаи от пиит невеста, определяющие отношения между невесткой и мужчинами. По древним обычаям якутская невестка не должна была показывать свое лицо своему свекру и старшей мужской родне мужа в течение 3 или 7 лет, а в некоторых случаях до самой смерти. Великим грехом считалось для невесты показывать лицо своему свекру, но если же нельзя было избежать встречи, то женщина пускала на лицо лицевое покрывало. О сокращении срока избегания и изживания этого срока в этнографической литературе нет никаких данных. По некоторым источникам невеста должна была показывать и разговаривать только после выполнения специальной церемонии открывания лица. На второй день свадебного торжества после утреннего пиршества проводится публичный смотр приданого невесты, то есть обряд вынимания из сундука подарков, кага пустона и собственных вещей невесты, тесно связанные с мировоззренческими представлениями. Вещи вынимали 2 женщины, и каждую вещь, вынимаемую из сундука, показывали всем присутствующим и аккуратно откладывали в сторону. Есть информация о том, что в начале 20 века в ангаласском наследии сунхарского луса каждый вид одежды невесты составлял по 9 штук канасского штука, то есть 9 меховых шуб из тапсон, 9 легкой верхней одежды из сукна, халтансон, 9 платьев, рубахи, 9 платков, 9 видов обуви, 9 рукавиц и так далее. Одежду складывали до потолка, как полени. В данном обряде показывали и привезенную посуду, то есть 20 тарелок, 20 ложек, 20 чашек и так далее. Требовалось, чтобы и другие вещи, и еда, которые приносились в качестве подарка или гостинца, были в полном наборе. Например, невеста приносила с собой отваренное мясо в 9 деревянных посудах,
оладьи с маслом, самьяхтах оладьи, в одной берестяной посудине жир или масло, бугу ары, специально для гощения огня аскер, соленое масло, в деревянной посуде емкости 1 фунт, 1 отваренная лошадиная голова, обвязанная 3 отваренными кишками с плодом, сыльгы ана. Позже, под влиянием христианства, данная церемония внимания сундука подарков повторно упростился и происходит иначе. Невестка крестилась бенедиктионами, кланяясь родственникам мужа и преподносила им подарок – птицу или горностая. Ее и жениха благословляли родственники, и молодые целовали икону. Позже, под влиянием христианства, на 3-й день гости отправляются по домам, и при прощании отец жениха делает подарки свате и другим родственникам, у самых богатых по коню, всем прочим рублям и серебром. Данные ритуалы совершались только на очень богатых свадьбах. Все зависело от состоятельности родителей молодых, и нередко были отступления от правил. С какой целью проводились они, сведений нет, но, несомненно, от социально-экономической стороны главной целью была демонстрация богатства родителей невесты перед родителями и многочисленными родственниками мужа. Вынув все вещи, женщины тонкими шилиями прокаливали все 4 угла сундука, приговаривая «ничего нет, ничего нет», и разбрасывали комнату мелким бисером. Присутствующие в доме женщины, дети бросались собирать их. Бисер в данном случае выступал символом пожелания молодым, чтобы в дальнейшем они проживали счастливо и богато. Изменения, произошедшие в хозяйственно-бытовом укладе жизни якутов в конце XIX и начале XX века, трансформировали и традиционные семейно-брачные отношения,
их нормы, обычаи. Произошли большие изменения в свадебной обрядности, их элементах. Канули в прошлое многие свадебные ритуалы религиозного характера, как, например, послесвадебный обычай, избегание невесты, специальная церемония входа невесты в дом жениха с металлическими подвесками и так далее. Наиболее заметную трансформацию получил и свадебный костюмный комплект жениха и невесты. Рассмотренные нами сегодня в древней обрядовой культуре якутов старинные свадебные ритуалы показывают о существовании строгих религиозно-обрядовых этических норм поведения невесты и жениха. Кроме того, все ритуалы, проводимые во время всего свадебного церемониала, имели не только магическую функцию охраны женщины, продолжательницу рода от вредоносных сил, но и способствовала благополучию дальнейшей семейной жизни молодых и должна была обеспечить их будущее благосостояние. Каждый проведенный ритуал выступал как регламентирующий элемент поведения молодоженов перед чужим родом. В XX веке к определенной трансформации и постепенной нивелировке семейных обычаев и обрядов приводят всеобщие социальные и экономические преобразования в жизни народа и их этно-социологическая и культурная интеграция. Спасибо. Итак, начинаем показ дефиле аксессуаров в современной нарядной женской одежде. Аксессуар в любой одежде, и в традиционной, и в современной, используется для дополнения внешнего вида и стиля одежды. К аксессуарам относятся различные украшения: бижутерия, зонты, перчатки, сумочки, платки, различные головные уборы. Если обратиться к истории, то можно заметить, что человек еще до изобретения одежды стремился украсить себя, подчеркнуть свой статус, выделиться. Менялись эпохи, шли годы, что-то уходило в прошлое, а что-то становится актуальным сейчас. Дизайнеры придумывают новые современные аксессуары. Сегодня без них не обходятся и современные якутские костюмы для праздника СФ. Это различные украшения из бисера, шляпа из конского волоса, различные сумки, комаро-махалки, платья в этническом стиле. А якутский современный костюм мы не представляем без красивых, серебряных, ювелирных украшений. Сегодня мы представляем вам творчество современных серебряных дел мастеров и модельеров ювелирной фирмы «Уран-Саха», продолжатели уникальной традиции ювелирного искусства своих предков. Музыка. Фирма «Уран-Саха», генеральный директор Лука Митрофанович Егоров, занимается в основном производством украшений из серебра и золота. Еще многие авторы XIX века отмечали обилие женских украшений. Весь комплекс праздничной одежды женщины Саха полностью обвешивался медными и съемными украшениями. Это одно, что
Носит большие серьги, подвески, цветы, нагрудно, на спине. Функции рука не обладателя. Они служили всегда признаком богатства и роскоши. Аплодисменты театру моды Сардана Намского педагогического колледжа. А теперь представляем уникальные сумочки ручной работы от Натальи Таковой. Детство. В родной школе под руководством Анастасии Логиновой посещала кружок орнамент. Наталья является участником выставок прикладного творчества. В 2018 году закончила магистратуру по специальности «Народная художественная культура» Института языков и культуры Северо-Восточного федерального университета. Защитила магистерскую диссертацию по теме «Универсальные символы узоротворчества народа Саха. Современность» под руководством Светланы Петровой. В время занятий творчеством совместно с мастерской Нарын-Ись из города Якутска. Все работы автора выполнены ручной вышивкой, для которой Наталья использует чешский и японский бисер.
Аплодисменты автору чудесных сумок Наталья. Внимание, свою уникальную работу, но уже в другом стиле и оформлении дизайнер Александра Бестужева. Александра училась в Санкт-Петербургской кожевенной школе. В своих работах использует тиснение в специальном сырье. Эта технология занимает много времени. Автор вручную выполняет очень сложные якутские узоры и мотивы с мелкими деталями разной фактуры, поэтому ее работы получаются эксклюзивными. Встречаем автора Александру Бестужеву с города Иркутска. Народы полярных районов севера и Арктики на протяжении многих столетий для защиты глаз применяли снеговые очки хар-ачикита или чарапте, используя при этом натуральные природные материалы – дерево, бересту, конский волос, из снеговой кожи и серебра. Отрадно, что эти древние очки возвращаются сегодня аксессуар. Многие мастера занимаются сегодня их изготовлением.
Ювелирные украшения и другие аксессуары сегодня представили наши красавицы из театра «Модус Ардана», Мамского педагогического колледжа имени Ильи Егоровича Винокурова, руководитель Надежда Александрова и основатель театра, народный мастер Республики Саха-Якутия Зинаида Дмитриевна Панохова.